Возлюбленное дитя, здесь кто говорит с тобой, единственный Бог и Создатель всего. Я – источник жизни и благодетель своего народа. Знай, что сейчас я собираюсь излить финансовые благословения, способные решить все твои проблемы и долги. Вы будете ошеломлены тем, как внезапно все изменится в вашу пользу. Вы зададитесь вопросом, почему все это происходит в вашей жизни, и не найдете немедленного ответа. Этого будет достаточно, чтобы исполнить все свои мечты, достаточно, чтобы жить так, как вы всегда хотели. Если вы верите в Божьи чудеса, посмотрите это видео прямо сейчас и наберите 1111. Бог говорит: «Я слышал твой крик о помощи, я видел твои слезы, я видел, как ты рыдаешь и падаешь духом. Я вижу, как ты взываешь ко мне, как ты просишь изобилия и здоровья для членов своей семьи. Чтобы чудеса произошли поскорее, я вижу, сын мой, что у тебя нет сил ждать завтрашнего дня, боли все сильнее и сильнее. Подожди еще немного. Я не только открою двери финансовой свободы, я открою море, по которым ты сможешь проплыть. Я пошлю невиданные доселе благословенные дожди. Через 3 дня ваш банковский счет совершит невообразимый финансовый скачок. Все деньги, которые вы потратите с этого момента, вернутся к вам, умноженные в 5 раз. Напишите 5,55, чтобы заявить об этом с верой и надеждой. Посмотрите, как удивительно, вы принесете финансовую свободу всей своей семье. Ваше благословение разлетится вокруг вас. Если вы верите в благословляющую силу Господа, не пропускайте этот ролик и досмотрите его до конца. Верьте, и вы обретете богатство раньше, чем думаете. Бог говорит: «Знай, что я всегда сопровождаю тебя в каждом твоем шаге, не думай ни об одном моменте твоей жизни, который ускользнул от тебя. Я далеко, я защищаю вас своей верной правой рукой. Вы будете преуспевать во всех областях вашей жизни, каждая земля, по которой ступает ваша нога, будет цвести и приносить плоды, ибо благословения и чудеса изливаются на вас в этот самый момент». Иеремия 17 стих. «Блажен человек, который уповает на Господа и чья уверенность в Господе, ибо он будет как дерево, посаженное при водах, которое пускает корни свои к потоку и не боится зноя, но лист его зеленеет, и в год засухи он не увядает и не перестает приносить плод». Напишите 17 и получите всю благодать стиха Иеремии в своей жизни. Этот стих – метафора, которая сравнивает человека, уповающего на Бога, с деревом, посаженным на влажном и плодородном месте. Дерево способно расти и процветать, потому что оно находится рядом с источником воды, а его ветви вечно зеленые, даже когда условия неблагоприятны, например, в период засухи. Этот образ очень силен и используется для того, чтобы подчеркнуть важность доверия к Богу, особенно в трудные времена. Доверяя Богу, человек находит в Его присутствии пропитание и безопасность, подобно дереву с глубокими корнями, которые тянутся к воде. Человек, доверяющий Богу, имеет с Ним глубокую связь. Эта связь поддерживает его и помогает преодолевать жизненные трудности. Наконец, этот стих учит, что доверие к Богу помогает нам не только процветать, но и плодоносить даже в трудные времена, подобно дереву,
которая крепко стоит и приносит плоды даже в засуху. Напишите «Я верю» прямо сейчас, чтобы принять это слово с верой, и не забудьте поделиться благословением со всеми членами своей семьи. Ваши финансы будут увеличиваться в геометрической прогрессии, обеспечивая долгожданную финансовую стабильность. Кроме того, восстановится здоровье, и вы почувствуете себя энергичным и сильным, как никогда. И это еще не все. Ваши отношения станут еще лучше, и в вашей жизни появится больше гармонии и счастья. Сегодня я провозглашаю, что существует неиссякаемый фонтан богатства, который будет непрерывно течь в вашей жизни, подобно тому, как течет вода в реке. Это не слабый и ограниченный поток, а могучая река процветания, которая принесет безопасность и изобилие в вашу финансовую жизнь. Будьте готовы принять это благословение, ведь финансовое изобилие идет к вам, готовое воплотить ваши мечты в реальность. Напишите 22,22, если вы готовы получить это благословение. Бог говорит: «Я внимательно наблюдаю за вашими битвами и победами, за вашими страданиями и радостями. Я никогда не остаюсь равнодушным к вашим слезам, никогда не остаюсь равнодушным к вашим мольбам и никогда не остаюсь равнодушным к вашим страданиям. Я постоянно присутствую в вашей жизни, бдительно слежу за каждой мелочью, готов принять и поддержать вас в любой момент. Я желаю прикоснуться к вашему существу исцелением, снять все ограничения, недуги и болезни. Мое сердце жаждет прикоснуться к вашей финансовой жизни и наполнить ее, как бесконечный колодец, открывая для вас новые прекрасные возможности и распахивая двери, которые казались закрытыми. Почувствуйте энергию и волнение, исходящие от меня, ведь я твердо намерен добиться успеха и долгожданного процветания. Сегодня ночью я раскрою все детали своих планов через ваши сны. Это будет великолепно. Верьте, время пришло. Все финансовые проблемы будут решены, все тревоги о вашем будущем будут переосмыслены в то, как и что вы будете делать, имея такое изобилие. Матфея 21, стих 22. «И все, чего не попросите в молитве, веруя, получите». Этот стих подчеркивает важность веры в Бога и эффективность молитвы. Иисус говорит о том, что когда мы просим Бога о чем-то с верой и искренностью, Он слышит нас и исполняет наши прошения. Таким образом, это побуждение доверять Богу и верить в Его обещания, ибо Бог никого не подводит и для Него нет ничего невозможного. 1515. Я превращаю вашу скорбь в силу, вашу тревогу в решимость, а ваши трудности в данные. Возможно, вы еще не осознаете этого, но я действую за кулисами, чтобы вызвать положительные изменения в вашей траектории. Напишите 1515, чтобы получить от Господа все самое лучшее. Бог говорит: «Всей своей мощью и божественным присутствием я двигаю горы и море в вашу пользу». Возможности будут открываться перед вами, и вы будете испытывать радость, сильную и интенсивную, как солнечный свет в полдень. Чувствуйте поддержку в этом путешествии, ведь я иду рядом с вами на каждом шагу, всегда готовый направить и защитить. Я не хочу, чтобы вы страдали и испытывали трудности.
Вы рождены, чтобы сиять, рождены, чтобы побеждать. Я отдал вас в этот мир, чтобы вы процветали и были счастливы. Я обещаю, что вы никогда не будете испытывать недостатка в том, что вам нужно, и у вас всегда будет много денег, чтобы жить в достатке. Исайя 41, стих 13. «Ибо это я, Господь, Бог твой, держу тебя за руку и говорю тебе, не бойся, я помогу тебе». Тип 41,41. Этот стих – напоминание Божьему народу о том, что ему не нужно бояться, ибо Бог с ним и готов помочь ему. То, что Бог держит человека за правую руку, означает, что Он присутствует рядом и готов направить его к безопасности и спокойствию. Кроме того, в стихе подчеркивается любящая природа Бога, желающего помочь своим детям в трудную минуту. Это обещание Божьей помощи и защиты может стать источником утешения и ободрения для тех, кто доверяет Ему и полагается на Него. Бог говорит: «Со всей любовью и ободрением я обещаю тебе, что, когда ты доверишься мне и поверишь в мою силу, я пролью на тебя такой обильный дождь благословений, что ты вряд ли сможешь в это поверить». Вы имеете ценность и заслуживаете того, чтобы жить в полном финансовом изобилии и наслаждаться жизнью, свободной от финансовых забот. Напишите 111, если вы верите в это. Вот приближается время чуда, и в нем решение всех ваших финансовых проблем. Не бойтесь, ибо близко ваше благоденствие, и вы будете весьма благословенны. Псалом 103, стихи 17 и 18. «Но любовь Господа вечна и всегда простирается к боящимся Его, любовь Его так велика, что достигает до небес, верность Его доходит до облаков». В этом стихе подчеркивается верность и вечная любовь Бога к тем, кто боится Его и соблюдает Его завет. Те, кто имеет близкие отношения с Богом, кто любит и уважает Его, благословлены Его милостью и праведностью. Завет Бога с Его народом – это завет любви и верности, который никогда не нарушается. Он обещал, что Его любовь никогда не прекратится, и Его обещание исполняется каждый день. Более того, это приглашение для каждого из нас испытать на себе безусловную любовь Бога, если мы обязуемся исполнять Его заповеди и бояться Его. Зайдите в 103 и почувствуйте, что Бог на вашей стороне прямо сейчас. Эти слова – послание надежды, ободрения и веры в Божье провидение, которое всегда рядом с нами, готовое направлять и благословлять нас во всех сферах нашей жизни, в том числе и в финансовой. Верьте в Божьи обещания и уповайте на Его любовь и заботу о вас. Это обещание, что даже если дети детей будут соблюдать свой завет, верность и справедливость Бога будут продолжать присутствовать в их жизни. Поэтому оно является прекрасным ободрением для тех, кто переживает трудные времена и нуждается в слове надежды. Она напоминает нам о том, что любовь Бога неизменна, и что мы всегда можем рассчитывать на Его верность, даже когда жизненные обстоятельства обескураживают нас. Дорогие дети, осознайте, с какими трудностями, печалями и страданиями вы сталкиваетесь. Я внимательно слушаю ваши молитвы, чаяния и мечты и хочу, чтобы вы знали, я никогда не остаюсь равнодушным к вашим слезам, никогда не глух к вашим молитвам и никогда не игнорирую вашу боль.
Если вы доверитесь мне, я укажу вам путь. Напишите: «Я получаю Божью благодать», чтобы с верой произнести последнюю молитву. Дорогой Бог, я благодарю Тебя за все, что Ты сделал в моей жизни до сих пор. Я благодарю Тебя за мое здоровье, за мою семью, за мою работу и за возможности, которые Ты мне дал. Но сегодня я предстаю перед Тобой с просьбой даровать мне финансовое изобилие и процветание, которого я так жажду. Я знаю, что Ты владелец всего золота и серебра, и Ты в состоянии обеспечить все мои потребности. Я верю, что Твоя воля для моей жизни – жить в изобилии не только для моего собственного счастья, но и для того, чтобы иметь возможность помогать тем, кто меня окружает. Я прошу, чтобы, если в моей жизни есть что-то, что мешает Твоему финансовому благословению, Ты показал мне это и помог исправить. Напечатайте «Я доверяю» и отдайте все в руки Божьи прямо сейчас. Помоги мне быть хорошим распорядителем ресурсов, которые Ты дал мне, и использовать их для того, чтобы чтить Твое имя и исполнять Твою волю. Я верю, что у Тебя есть план и цель для моей жизни, и знаю, что Ты способен изменить мою финансовую ситуацию. Я молюсь о том, чтобы Ваша благодать и милость снизошли на меня, открыв небесные окна и излив благословения, превосходящие мое разумение. Я прошу, чтобы Твое присутствие было со мной, направляло меня, указывало мне путь вперед, чтобы я всегда был в согласии с Твоей волей и был благословением для окружающих меня людей. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты услышал мою молитву. Я доверяю Тебе и с нетерпением жду финансового изобилия и процветания, которые Ты приготовил для меня. Во имя Иисуса, аминь. Наберите «Аминь», чтобы закончить это сообщение с многочисленными благословениями и получить свои победы в полном объеме. Поделитесь этим видео как минимум с 2 очень близкими друзьями, чтобы они тоже получили благословение, или в группе оставьте свой лайк на видео, чтобы показать свою благодарность и любовь ко Христу. И подпишитесь, чтобы получать благословения и сообщения от Бога каждый день. До встречи в следующем послании. Аминь. И если Бог коснулся вашего сердца, и вы хотите помочь нашей семье продолжать расти и распространять Божьи послания, вы можете прямо сейчас нажать на опцию «Спасибо» и пожертвовать нам сумму по вашему желанию, чтобы помочь нам расти все больше и больше и достичь больше детей Божьих. Мы будем бесконечно благодарны за любую сумму, как и за одно только ваше присутствие. Каждый должен давать по расположению сердца своего, не с огорчением и не по нужде, ибо Бог любит охотно дающего. 2 Коринфянам 9:7. Сегодня я приглашаю вас стать официальным участником нашего канала. Став участником, вы присоединитесь к сообществу людей, которые разделяют одну и ту же страсть к Иисусу и находят утешение и силу друг в друге. Кроме того, став членом церкви, вы получите эксклюзивные преимущества, которые улучшат ваше общение с нами. Как сказано в Псалме 41:1, «Блажен, кто заботится о бедных. В день беды Господь избавит его». Став участником нашего канала, вы протягиваете руку любви и делитесь божественным посланием с миром. И Божья щедрость вернется к вам в изобилии.
Я верю, что вы осознаете силу веры и ценность сообщества взаимопомощи. Став членом церкви, вы поможете нам продолжить распространение послания любви, надежды и обновления, которое мы находим в святой фигуре Иисуса Христа. Независимо от того, какой уровень членства вы выберете, каждый вклад имеет значение и приближает нас к миру, более объединенному в вере. Станьте одним из тех, кто поможет нам охватить еще больше сердец и преобразить жизнь. Нажмите на кнопку «Спонсировать» рядом с каналом или войдите на него, станьте участником и присоединитесь к нам в этом удивительном духовном путешествии. Мы будем рады приветствовать вас в нашем сообществе любви, сострадания и вдохновения.